Ровно 100 лет назад произошло одно из самых знаменательных исторических событий для каждого жителя нашей республики. Было принято постановление об образовании Ингушской автономной области с центром в городе Владикавказ. За исторической справкой мы обратились в Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова, которому в этом году исполняется столько же лет, сколько ингушской государственности. Создание ингушской автономии для всего народа является важной вехой в истории, и произошло это 7 ноября 1924 году, когда было подписано постановление в ЦИК за именем Калинина об упразднении Горской республики и создании двух автономий – осетинской и ингушской, с центром Владикавказ. К нам относилась правобережная часть Владикавказа. Образование Ингушской автономной области было результатом долгого исторического развития Ингушетии, прошедшей через определенные этапы роста национального самосознания, деятельности ингушского национального движения, народа, проявившего чудеса героизма во время установления советской власти в крае, участие отважных ингушей в войнах, развитие культуры и науки, усилия доблестных сынов – все это и многое другое повлияло на создание автономной области. Ну, если говорить о предтече создания вообще ингушской автономии, то нужно упомянуть и события, которые начались еще в 17-18 году. Многие национальные герои, которые сегодня остались в истории. С 1920 по 30-е годы до ордена Ленина была такая высокая награда, как Красное Знамя. И удостоены ею были такие люди, как Хизир Арцханов, Зами Индиев, Картой Ватаби, Лавиновский. И вообще Ингушетию называли Красной Ингушетией, потому что когда вторглись белогвардейцы, наш народ как бы не принял их влияние. Отмечая эту круглую дату, мы вспоминаем тех, кто стоял у истоков ингушской государственности и вкладывал огромный труд в ее сохранение и развитие. Затем был создан Союз горцев, позже уже Горская республика. И были имена многих людей. Это Юсуп Албагачиев, это Гарчханов Али, это Куркиев Сосланбек, ну и Идрис Бейсултанович Зязиков. Годы самостоятельной государственности, особенно в годы руководства Зязикова, были отмечены в истории активным экономическим и культурным развитием Ингушетии. Идрис Бейсултанович Зязиков был человеком прогрессивных взглядов, заявлял о своем народе на всех уровнях, уделял большое внимание образованию молодежи. Вместе с ним у истоков ингушской государственности стоял Иналук Гайтиевич Мальсагов, Али Исаевич Гарчханов и другие. Им после разрушительной гражданской войны предстояла большая работа по преодолению того наследства и одновременно формированию государственных институтов автономной области. На пути к сохранению и развитию ингушской государственности было много преград и трагедий. И все же сегодня Ингушетия – это самая молодая республика с богатой историей и тяжелым путем становления, развивающейся несмотря на все преграды.